Я являюсь генеральным директором компании ДВС, производителем вот этого данного автобуса. Расскажите нам про этот автобус. Вот сейчас вот давайте к нему подойдем. Вот отсюда прямо я вижу, что он как-то называется еще, да? Вихрь, да, коммерческое название Вихрь. И в чем его особенность? Ну, во-первых, здесь расположение водителя находится практически посредине автобуса. То есть обзорная часть увеличена намного лучше, чем у водителя, который расположен с левой стороны. Давайте подойдем, как раз там сидит молодой человек. По ходу транспорта. Вот это точно. Почему у него там двери справа нету? Нельзя, да? А зачем? У него выход там есть. Там. Это не нарушает никаких технических требований. Это первое. Второе, значит, здесь баллоны утоплены в салон, поэтому верхний колпак намного ниже, и это... То есть где-то вон там Да, на крыше, да? Да. В-третьих, здесь передняя подвеска независимая, то есть пружинная подвеска независимая, не балка, а независимая подвеска, так как и у легкового автомобиля. Радиус поворота здесь на 30 с лишним градусов лучше, чем у обычного автобуса с балкой. То есть он поворачивает на 30% больше Лучше, у него да, разворот. радиус поворота, да. Это как бы при нашем, вот когда поворачивает автобус, так, большой круг делает. Да, у него этот меньше, а этот меньше. Это для городского цикла в маленьких узких улочках. Давайте пройдем на салон. А вот это дверей смотрю, вот если вот так вот расскажите. Вот. Да, здесь, значит, здесь электрические двери. Не пневматика, а электрические двери. Полностью электрический привод дверей. То есть при морозе или при... Никаких проблем при морозе, да, не бывает. Механизм расположен вверху дверей под скатами. А для наших зрителей, вот, например, у нас на пазиках, насколько больше эти двери? Это стандартные двери в любом автобусе такие. Это вот здоровых больших автобусов стандартно, а в пазиках-то там маленькие. Не, ну там меньше, там это соответственно меньше. Я сейчас не могу сказать. Ага, и вот я смотрю, здесь какая-то штучка есть, да? Да, это обычная механическая аппарелька для инвалидного этого. Но это ручная. Нет, здесь можно электрическую делать, то есть здесь конструкция расположена так, что можно электрическую выдвижную аппарель, а можно и механическую. Вот так она раскладывается? Да, то есть вот это въезд в коляску. А теперь расскажите, вот кому пришла такая идея вот простая? Вот? А то нам все говорят, это так сложно, это большие деньги. Нет, ну при желании это идея коллектива. Коллективная идея. Просто 10-метровой машины у нас в цепочке нет, поэтому мы решили сделать 10-метровую машину. Давайте зайдем в салон и вам расскажете, в чем отличие. Вот его длина, да, вот автобуса и соизмеримость вместимости какая? 10 метров. Да. По внешнему периметру 10 метров длина автобуса. И сколько он вмещает пассажиров? Значит, там 24 сидячих и 57 стоячих мест. 57? Да, вот там 24, 57, да. Итого 79, 80. Я хотел бы узнать еще, вот мне сказали, что он прошел всю аккредитацию и соответствует дорожно-транспортному, как это называется? Да, есть АТТС, одобрение типа транспортного средства. Им получено, пройдены все испытания на полигоне, причем в двух компоновках, это двигатели Cummins и АКПП Allison, и ярославский двигатель АКПП ЗТ.
А теперь я вот присмотрелся, да, можете нам рассказать, да, у вас какие-то, так скажем, нестандартные у вас сидушки, Это у нас для инвалидов. Вот это для инвалидов. Коляски, да. То есть заходит сюда коляска, закатывается, пристегивается ремнем безопасности, снят. Это вот И- так. Да, это спинка для... И здесь я смотрю, у него сразу есть какой-то кнопка какая-то. Ну, это кнопка для этого, сигнальная кнопка, связь с водителем. То есть инвалид может нажать и потребовать на каком выходе, на какой остановке. А сиденья вот они, как у нас говорят, прочные они для наших пассажиров. Ну, как они называются? Антивандальные. Даже Поэтому- так, Да, антивандальные, поэтому прочные, соответственно. Я смотрю, здесь и сидеть спокойно можно. А вот я сейчас сяду, да? А, нет, смотрите, разъем какой. О, вот мои коленки. Оказывается, можно и четвером сидеть так, лицом к лицу, да? Конечно. Ну, Нет, Два верят. одобрения типа. Нет, верят, все нормально. Я просто показать, чтобы сняли. вот. И вот здесь я смотрю, специально идет это вот, это в комплектации, да, вот это вот? Сразу. Да, конечно. То есть можно как бы, если я не слышу, прочитать, какая у меня остановка. Я правильно понимаю? Да. Это закладывается программа, пишутся остановки, пишется маршрут. И это высвечивается все пассажирам для информации. И на Якутском. И я вот заметил, это вот только Ляс придумал двухуровневый, как бы. Вот смотрите, я на первом как бы этаже, да, а там чуть-чуть второй. Это чем Нет, обладает? это компоновка. Ляс делает ее полностью низкопольной, а это он тоже считается, согласно документам, низкопольным, но здесь полунизкопольный, потому что расположение, во-первых, моста, это центральное, его не, у Ляза с низким полом полностью это, как они называются, портальные эти мосты, а этот обычный стандартный мост, поэтому расчет здесь сделан подъем. И поднялся. Да, и там уже пассажиры. А двигатель, как у всех Лязов, сзади, да? Да, Ага. двигатель Каменс 260. Вот А он. давайте посмотрим, ага. Если это не секретная информация. Нет, это не секретно, это вот копия полученной таможенной всей декларации. Двигатель чей? Каменс, китайский. Китайский, да? Да. С этого года, с января месяца, все производители делают Евро-5, поэтому китайский двигатель Евро-5. Но он какую-то обкатку у нас проходит, Да, да? нет, ну Каменс вообще американский у нас давно уже 15 лет, мы вот делаем 15 лет, двигатели ходят Каменс. А так как американцы сейчас есть небольшие проблемы, трудности, мы решили переключиться на китайские двигатели. Это тоже компания Каменс, только один из ее дочерних предприятий. Вот. Расположенные в Китае, поставляют тоже Китай. То есть, вот. Здесь при компоновке мы делали 3-4 раза, меняли моторный отсек. Мы сейчас вот расположили так, что объем, видите, здесь все скомпоновано, все сделано так, что можно добраться до любого агрегата, который расположен на моторном А вот это вот баллоны газовые, да, у вас? Нет, это тормозная система. Да, баллоны у нас находятся вверху, на крыше, На крыше. укреплены в салон. Вот всех интересует иногда вопрос, да, я сейчас смотрел на тех автобусах, не у всех есть автомат-коробочка-то, а почему здесь есть? Есть, да? Нет, здесь автомат, коробка, это разве было просчитано, это все, они компонуются камень с Алисоном, поэтому мы не меняли ничего. Ходят машины, в коробке ходят миллионники, двигатели миллионники. Для того, чтобы заменить, допустим, один фильтр из двух, находящихся на коробке Алисон, нужно пройти 110 тысяч километров. Поэтому как бы они надежные. И А давайте зайдем в кабину, посмотрим еще раз изнутри. Может нам на коробку. и на коробку, и что там можно еще поставить?
Ну, здесь что у нас еще? Вот они баллоны, которые находятся здесь, частично опущены сюда, частично выступают на всего 25 сантиметров, общая вот высота это- 400. И вот эта толщина, это говорит о Да, это вот здесь находится упрятанный баллон. баллону. А давайте зайдем в кабину не водителя, наверное, уже, а пилота. Вот, да. Вот такой оригинальный этот. О, очень большая такая. Это называется торпеда, не? Да, это панель. Панель, да? Панель, да. Водители, здесь рассчитанный ГЛОНАСС, поставлен ГЛОНАСС, то есть в рабочем состоянии подключается через спутник, навигационный сопровождается. Здесь стоят новые компьютерные блоки, которые указывают на температуру коробки, температуру двигателя, ну и обороты и все остальные. А предусмотрено здесь, вот обычно мы же пользуемся различными бортовыми компьютерами и так далее. Да, Это всё, да, да. Это все вилки, розетки, это все есть, расположено. Это есть. Сейчас, то есть можно добавить необходимое устройство сюда, да? Да. Вот всех спрашивают, что дополнительная опция, у всех есть кондиционер. В этой машине нет, наверное. Нет, кондиционер, пожалуйста, вон он есть наверху, все рассчитано. 2 люка и кондиционер. А, то есть он всесезонный автобус, Да, получается? конечно. То есть можно пользоваться принудительно кондиционером, можно люками, которые расположены. А печек сколько здесь? Печек, по-моему, 4. Длинные 2 или 3, и, по-моему, 2 короткие. А вот для Якутска, вот, как считаете, этот Ну, авто? Якутске мы делали с двойным остеклением, с двойным полом. И если будет заказ, то, в принципе, то же самое будем с утепленным полом. Защита будет внизу, сзади нижнего этого пантуса, надо закрывать ее, тоже нужно будет, потому что там морозы. Автобусы у меня там ходит 40, 26 и 14. Ну, 40 автобусов ходит уже в Якутске. Поэтому мы знаем эти проблемы, как бы с этим знакомы для Якутска. Покажите нам знаменитую коробку. Я так смотрю, ее здесь. Вот оно, включение рычаг коробки передач. То есть- Нет, это тормозная, извините. Вот оно, вот оно, вот оно, вот оно. А как вот я вот что удивился? Очень Даня, просто. Включается это заднее, это нейтраль, это демультипликатор, это включение передней передачи. То есть никаких рычагов от Ничего здесь нет, автоматика все. Автоматика. А вверху вот красная кнопка зажигания или не трогать? Ну их много здесь, панели, блоки этих указателей, здесь очень много. И подсветки, и дальний, ближний свет, и указатели поворотов, и все остальное. То есть очень много здесь всяких. Это выключатели и дверей, и нагрузок всяких. Это, То есть вот здесь можно будет регулировать, да, все необходимые вещи, которые вот. но здесь идет обслуживание с компьютерным. С компьютерными настройками. То есть здесь подходит инженер с компьютером, подключает в центральную вилку кабель и начинает изучать, где какие неисправности. Так как мы являемся компанией, которая работает давно с Каменсом, то есть у нас есть программное обеспечение, где мы можем перепрошивать двигатели, регулировать комплектующие, те, что присылает нам с Каменса, то есть те блоки электронные. Это мы имеем право делать, мы являемся дилерами этой компании, нам это разрешено. Так они программное обеспечение не дают. Что тут включилось? Ну, Саш! огромное спасибо, да, вот сейчас мы заканчиваем прямой эфир. Здесь наше нахождение, даже машина говорит, надо покидать. Хорошего понемножку. Огромное спасибо. А вот сейчас посмотрим еще раз на салон. Итого почти 80 пассажиров вмещается, не в большой автобус. При этом он на метане, Да. на газу и на бензине может быть, да? Нет. Только на метане. Чисто на одном топливе, однотопливное. Однотопливная система, метан, при этом она сейчас более-менее дешевая, чем все остальное. Да, в принципе, да.